Наталья, будь добра, расскажи, пожалуйста, что это за аномальное явление белый лось? Был в марте 1971 году проект, ну, ядерный взрыв подземный. Хотели Печору по проекту повернуть на юг, чтобы часть вод пошли именно на юг, а не на север. В Волгу? Да, в Волгу. Но были произведены 2 взрыва, но ничего не получилось. Печора все равно не поменяла русло, но наши лоси на зимовку отходят на юг, как раз в эпицентр этого взрыва. И с 1975 года стали появляться вот такие особи. Видите, как далматинцы, на белой шкуре пятна характерного окраса, глаза карие, как у обычных лосей. Также, видите, белки стали полосатые, нетипичные. Они же зимой серые, летом рыжие. И вот здесь еще белка-летяга представлена. Видите, она тоже окрас не меняет. Здесь она уже круглый год была белая, серо-белая, а так вот они серо-полевые круглый год, вот эти вот белки-летяги. Видите, как отразилось на природе вот этот ядерный взрыв. Ну и люди тоже пострадали, люди, раковые заболевания много у людей здесь выявлено. Ну еще есть тоже белые волосы, белые светловолосых людей по сравнению с другими регионами, районами. Здесь вот в Троицко-Печорском районе больше беловолосых детей, ну как рождается, да? Да, рождается в основном. Так, это экземпляр. Это тоже вот именно можно посмотреть, как Воздействовала на лося, да? Да, именно вот такие вот представители были белые, ну и пятна. Тут даже не как будто голубоватые или какие-то сероватые. Этот лось жил в ферме, на ферме или он это дикие, свободном? Да, это в свободном. Полете, да? Да, именно те, которые мигрируют. Здесь они у нас лоси живут, мы их не отпускаем, они не могут отходить южнее. Это, конечно, уже мигранты. Они, как правило, ну, весной снова возвращаются на родину, а потом осенью снова отходят на зимовку южнее, там, где меньше снега, больше пропитания растительности древесной. Ну и вот с 1975 года стали такие появляться. Но на данный момент все, больше таких не встречается. Радиационный фон уже стал в норме, но там образовались 2 озера, и говорят, там очень большая крупная рыба в этих озерах живут. Ну и вокруг очень крупные ягоды и большие грибы вырастают. Некоторые люди собирают и даже, видимо, продают, но это как неправильно, они же все равно уже радиационные немножко есть. Вот такой помысел у людей. Спасибо. Или что-то еще можно добавить? Да нет, тут уже про график, вот что численность, смотрите, на равнине где-то с 1957 года под защитой в заповеднике лось так сильно размножился, что стал угрожать лесонасаждению. И был даже у нас произведен выборочный отстрел на путях миграции лосей. Вставали в шеренгу, ну вот видите, это уже где-то с 58-59 года. Вставали в шеренгу и выбивали пораженных лосей. У них как обновление не было новой крови, разведение в себе, и стали появляться уроды, непропорциональные тела, уродливые маленькие рожки. В основном в первую очередь выбивали именно таких лосей. 1500 лосей выбили. Ну вот потом уже пришли волки, которые стали сдерживать численность большую лосей. А так тоже волки у нас не жили, не было, получается, естественных хищников, и лось размножился, который даже урон приносить стал заповеднику, так как мы... Так, в каком году было? Именно отстрел, ну где-то в 50-го, наверное, вот тут. Видите, численность зменшилась где-то вот 6. Если честно, я точно не знаю, да. По крайней мере, такое явление было, да? Да, я что-то там... Спасибо. Не помню.